Так, вторая часть, короче, это у нас наших походилок по тропе Голицына. Вот мы прошли вот оттуда сюда поднялись и здесь вышли. Здесь такая зона, короче говоря, такая вот. Впереди нас ждет мыс Капчик, а с этой стороны фотозона на Царский пляж. О. Бочки стоят вот здесь под мусор. Люди сидят, запрещающие таблички. То, что ходить опасно, можно долбануться. Так. О, какая красотень. Да? У всех тут фотосессии. Все фотосессии устраивают. А мы с вами снимаем. Народу в этом году видимо-невидимо здесь. Июнь месяц, 14 число, середина июня уже толпа людей, по сути дела. Лодки вот сюда причаливают каждые, не знаю, 5 минут, даже чаще, наверное. Вот на этот Царский пляж, вон он там. Видно, да, его? Вот они так гонят. Это либо с Судака, либо с Нового Света, даже вот с той стороны. Мыс Капчик какой. Там он предупреждение и типа путь закрыт у нас, да? Путь закрыт. Но люди все равно проходят как бы на свой страх и риск. Камнепад, то все. Поэтому если у вас что-то с ножками в порядке, лучше туда не ходить. Чтобы не наделать себе проблем в отпуске. Вообще, конечно, надо думать, прежде чем куда-то идете, стоит или это нет. Стоит лишь курка выделки, как говорится. Везде предупреждение о камнепаде. Вот это, кстати, туда вниз идет дорога. Сейчас покажу. Вот это вот вниз к Царскому пляжу. Опс. И вывеска здесь сквозной грот. Подъем на мыс. О, ё-моё. 4000. Что-то. Да. Как не подняться? Как не подняться? Давайте. Дорога, в принципе, нормальная. Там может быть опасность какая-то на самом верху. Такая дорога. Камушки. Здесь тяжеловато в горку, зато с горки будет хорошо идти. А какие виды-то отсюда! Ого! Ну вы видали, да? Какие виды! Налево, направо. С этого мыса Капчика. Так-то он издалека кажется небольшой, как бы вот этот вот, да? А когда вблизи начинаешь подходить, это, в общем-то, махина такая здоровенная. Большой дом. О, замечательно. Ладно, потихоньку. Давайте потихоньку с вами преодолеем эту
тяжелый подъем. Тут дорожка есть такая, более пологая. Зато мы с вами насладимся видом. Тут, конечно, надо передыхать. Не, ну туда я наверх не пойду однозначно. Я туда не полезу нафиг. Давайте вот сюда пойдем, по этой пройдемся. Такие с кошками даже ходят, ё-моё. Здесь можно. Хорошо. Ой, хорошо как. Люди, если бы вы знали, чистый воздух такой. Вон туда надо лезть. Туда лезть надо. Ну, зато там красота, наверное, оттуда. Если туда залезешь. Красотень, да? Люди поднимаются с кошками. С кошками. Кошка у девушки, представляете? Какая-то сиамская и голубая. Ужас просто. Чувствуете, да, какая у меня дыхалка? А тут вот такие дырины в этой скальной породе, как известно у нас. Ой. Вот этот Крым, это у нас дно моря, типа того. Раньше когда-то было давным-давно. Ух, тут обвалы. Так, и мы с вами выходим вот сюда вот. Ой, смотрите. Давайте вон туда спустимся. Ну это тут. Спустимся потихонечку. Видно, лодочки, да, плывут? О, лодочки. Вообще спуск такой сложный. Ой, что такое, а? Что-то не выдерживает он. Хоп. Так вот. Да ё-моё. Так, ладно, так я пойду. Нафиг. Не буду я. Сейчас я наклоню просто. Туда, вверх, вниз. Во. Так вот будем с вами сейчас обзирать лодки. Снимаю одним дублем, без всяких там монтажей, всякой вот этой требухи, то, что любят блогеры, обрезать, там вот это все что-то не получилось, они обрезают, там стыкуют, самые смачные, как места, вырезают, делают картинку комильфо. Вот это вообще опасно, смотрите. Я на самом таком, как это говорится, так, еще и ниже. Вот смотрите, вот тут берег, я здесь, под ним. Не, он что-то не держит. Когда вот так вот, он слишком низко, он перестает держать уровень. Уже который раз. Поэтому мы для вас снимаем только все настоящее, всю правду, без всяких вырезок, без всяких редакций и так далее, чтобы вы видели всю правду, как оно на самом деле. Вот смотрите, ну что там, я не знаю, лодки эти плывут одна за одной, да, видите, да? Он вообще корабль какой-то здоровенный туда плывет. Сколько там людей-то, ё-моё, он может взять. С той стороны плывут. С ума сойти. А, вот люди на этих лодках, он там. Где она? Фигово видно. О, видно, да? В лодках.
таких маленьких этих, как они называются, досках. Вот сейчас я его приближу еще. О, видно, да? Это я издалека с этой горы снимаю, поэтому такая картиночка не супер пупер. А тут смотрите, устройство какое. Там люди сидят. Ну а мы с вами тут посмотрели и теперь обратно залазим на гору. По такому рельефу тут уже, по-моему, фиг пройдешь, что ли. Хотя при желании вот идет тропинка туда, можно туда куда-то сходить. Может и туда сходить. Давайте туда сходим. Упс. Вот как. Видите, да? И главное не долбануться. Не долбануться. Главное не долбануться. Ну тут, кстати, смотрите. Сейчас я ее вверх. Смотрите, скала какая. Сюда могут какие-то кирпичи или камни вам на бушку свалиться. Элементарно. Элементарно. Сверху кто-нибудь там пойдет и на вас упадет камень, и вы здесь и останетесь. Можете остаться, конечно. Поэтому тут ходить риск. Там он штраф, предупреждение. Видать, были несчастные случаи, да не одни. Прямо отвесная такая скала, и мы под ней. Зато отсюда какой вид-то, а? Ну вы не представляете. А отсюда-то какой вид. Смотрите, вон на Судак. Это вот этот, как он называется, большая гора-то у нас. Господи. Меганом, что ли? Если я правильно не ошибаюсь. Так, давайте внизок. Видели, да? Вот такой выступ. Сейчас мы на него. Там лодка. Ух, сюда улететь. Смотрите, какой откос жуткий. Вон. По этой тропинке, вот она тропинка. Я сейчас притопал. Целый корабль, ё-моё, древний какой-то. Древний корабль. Короче, можно вон туда дальше пройти. Смотрите, какой вид. Дайте-ка я здесь пару фоток сделаю, что ли. У меня есть фотоаппарат. Сейчас я пофотаю здесь. А вы пока посмотрите на видоны. Кораблик этот тоже снимем. Отсюда снимем. О. Ну и вот фоточки на память останутся отсюда. Хорошие. Кстати, здесь еще можно вот сюда ниже спуститься, видите, этот бугорок. Давайте с вами потихонечку. Надеюсь, я не улечу туда. Все для вас. Смотрите, какой риск. На край скалы выхожу. Вообще жуть здесь. Жуть. Тихий ужас. Зато отсюда какой вид. Отсюда. Смотрите. Вау, фантастишен. Das ist fantastisch. Так, надо тоже отсюда сделать фотографии, пока вы полюбуетесь.
он не в ту сторону смотрит. Так, тыры-тын. Оп. Вот вам горизонтик я установил. Оп. Еще. Оп. Поворачиваем. И здесь. Тут и сигают лодки. Все для вас. Все для вас. Лишь бы вы только смотрели. Смотрите там. Не туда с ним иду. Смотрите, это в дырках вся. Вон там такие это дырки, видно, да? Так, пальцем не принято показывать, да? Вот так буду ладошкой показывать вам. Вот так вот. Вот, смотрите, там дырки такие. Здесь, ладно. Ё-моё, тут вообще что тут творится, да? Дырины какие. Дырины. Так, еще пройдем сюда немного. Тут уже скользко ходить, скользко. Если вы один, можете рыкс, и все вам. Но я надеюсь, это вы в видео увидите все-таки. Я так думаю. Поэтому я жив остался после всего путешествия. Единственное, чтобы мне камни вот эти на бошку не свалились. О, тут уже опасно, слушайте, идти. Ой. Смотрите. Не, я туда не пойду нафиг. Я вот вам это покажу. Конечно, риск это благородное дело, но не настолько, да, чтобы в любом случае так, все в подробностях, в деталях вам снимаю. Тут такой навес из этих камней, типа скала такая. Ладно, все, разворачиваемся, идем. Я уже не хочу. Чук. Сюда наверх поднимаемся. Все. Деревья какие-то оригинальные. Ну, всего не обойдешь. Всего не обойдешь. Короче, ладно. Нормально. Посмотрели, да и ладно. Да и ладно. А вот эти, видите, да, какие-то дырины. Люди вот пошли туда вниз. Пошли они вниз. А мы с вами назад пошли. Короче, это мы с капчиком мы с вами были сейчас. Красота, да? Одним дублем 18 минут 45 секунд. Ну, конечно, видео такие не всегда заходят, как бы, да? Ну, что сделаешь? Правду же надо показывать кому-то, а не только так вырезать красоту там одно только такое смачное для заманиловки. Любят у нас заманивать некоторые блогеры людей, чтобы те приехали, побольше просмотров было, позитивчик такой все снимают. Ну, правду показывать. О, коптер, какой-то коптер здесь гоняет. Хоптер, шоптер. Конечно, тут блогер на блогера. И блогером погоняет. Меня, наверное, кто-то снимает с высоты. Вон он. Там. Сбоку. Главное тут не улететь. Главное не улететь.
Так, опять вышли к Царскому пляжу. Вот здесь. Давайте еще сюда немножко залезем. Так, я немножко сюда наверх пролезу по таким жутким кирпичам. Ой, каким кирпичам, я уже заговариваюсь. По таким жутким. О, боже, какой страх здесь, а? Смотрите, я вам сейчас страх этот покажу. Это буквально обвал. То есть, если у вас что-то не в порядке с нервной... Господи, куда он? Куда он? У меня даже техника не выдерживает. Даже техника не выдерживает. Ноги дрожат, слушайте. Мне страшно. Сейчас покажу вам. О, видали, да? Это какой тут обвал туда. Хоть и все, кирдык вам будет полный. Мне даже жуть. О, видали, да, обрыв. И туда все, смерть. Там вас ждет смерть вот за этим выступом. То есть одно неудачное движение вот здесь вот, на этом проходе, и вам капец. Вам полный трындец. Мы проходим. Так, поставила я. Какая громадина жуткая. Люди подскальзываются. Смотрите. Можно вот так подскользнуться и на спину. Дынш, и вот об эти камни острые. Вы так падаете спиной и ломаете себе позвоночник. Так что сюда лучше не ходите, кто не хочет. Тут селфи-зона, видать, что ли, какая-то у людей. А это что такое за штучка? Сейчас мы... Вот это что такое? Что это такое? Оп. Что он? У меня вот это что такое? Кто знает? Какой-то столик. Для чего он здесь нужен? Вот это самая верхушка получается этой горы. Ой, ужас какой. Смотрите, что там творится у нас. Капец. Полный капец. Полный трындец, полный капец. Так что одно малейшее неудачное движение и вам каюк. А люди вон еще туда ходят, куда-то вниз. Смотрите. Ужас. Да, это, по-моему, видео у меня самое жуткое. Вон, видите, да, куда-то идет человек туда. Но я туда не пойду. Там какая-то есть. Вон она, видно, да? Типа такой, как это называется? Что-то там такое. Типа дом какой-то стоял. Ну ладно, я туда не буду ходить. Там под нами люди ходят. Да что такое? Какой-то кошмар. С эдикамом. Ну что, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому с палочками такими ходите. Лучше, чтобы вам не грохнуться где-то мимо. Ужас. Ужас. Так, мне надо что сделать? Мне надо включить ее, да? Ага. О. Включить и что-нибудь тут пофоткать. Вот люди фоткаются. Здесь вот отсюда пофоткать. Что-нибудь, что я зря сюда лаял? Наверное, не зря. С собачкой даже. С
собачкой даже гуляют. Этот я хотел сфоткать тоже. Домик вот этот. Так, ладненько. Полюбовались. Все, домой. Идем вниз. Туда уже я не полезу, нафиг не надо рисковать с собой. Непонятно из-за чего. Ух, тут вот вы оступитесь и туда вниз. Бум! Бум! И все. Финита ля комедия. Финита ля комедия. Приехали, называется. Вот эта зеленка. Вот эту зеленку сфоткать. Зеленку сфоткать. Батарея разряжена. Отлично. Батарейка у меня разрядилась на фотике. Вовремя не поменял. Ну ладно. Думаю, ничего страшного нету в этом. Фотографии все равно есть. Мы с вами вот так вот идем потихонечку, помаленечку. Тут надо обувь хорошую обувь обязательно в сланцах. Не вздумайте идти сюда в каких-нибудь шлепках, иначе вам все будет каюк. Полный каюк будет. Все, идем вниз. Ой. Идем вниз. О, слушайте, я чуть не грохнулся. Хорошо, у меня ноги шевелятся еще. Короче, вот эта штуковина, она имеет особенность под ногами камушки эти проскальзывать. И вы вместе с ногой туда уходите. Так вот, короче. Поэтому... Кошмар. Тут какие-то штыри еще на этом плато, на этих камнях. Короче, если вы... Короче, кто не любит лазить, лучше не лазите сюда. Потому что, во-первых, надо дыхалку более-менее хорошую и обувь. Тренировочку тоже. Все. Идем. Солнышко вылезло. Красота. Красота. А, вот видно, кстати, вот тропа Голицына. Вот она дальше туда уже уходит. Ну, вот эта тропа Голицына. Вот она. Мы по ней притопали. А это уже туда выход. Там роща вот эта вот. Можжевеловая. Вот таким вот образом. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. Налево, направо. Все такие виды незабываемые. Одно дело смотреть на плоском каком-нибудь экране. Другое дело, когда вы это ощущаете. Вот Крым, он хорош тем, что вы ощущаете его в реале. В реале, когда вы своими двумя глазами увидите это, то у вас море эмоций возникает положительных. А это, в общем-то, только благотворно действует на психику, здоровье человека. Некоторые не доходят до этой веревки и разворачиваются. А самые смелые проходят. Ну, мы с вами самые смелые, поэтому прошли. Так, вот здесь можно посидеть на этих камушках, отдохнуть. Пролазим обратно. Упс. Упс.
Здесь много-много таких вот булыжников, откуда они взялись, и они подписаны. Ну, кто-то на них свои каракули оставил, что тут был Ваня в таком-то году из такого-то города, запечатлев свою бескультурие. Таким образом, вот наш турист, он отличается тем самым, что он любит вот это вот дело. Испоганить те места, где бывает. Поэтому надо обязательно нацарапать что-то там, ставить мусор после себя, бутылки и так далее. Все, теперь мы шуруем с вами. Вот по этой вот спины людей опять снимаю. Наверное, это неинтересно. Теперь вот по этой тропке туда пороще. Вот здесь можно пофоткаться, смотри. Или посидеть, просто отдохнуть. Ну тут сейчас солнышко. Поэтому сидеть не камильфо. Время сейчас 12 часов 50 минут. Час дня, считайте. Час дня. Хорошо. Вот где надо оздоравливаться. Тут сочетание нескольких благоприятных факторов. Это отсутствие комаров. У нас как бы страна большая, можно во многих местах отдыхать, но комары, они не дают это делать. Люди без привычки какой-то особой. Вот видите, да, сидят, любуются красотами со всех сторон здесь. Да. Давайте-ка мы побыстрее их преодолеем. Вот это вот дело мне не нравится. Так, последний вам видно царский пляж отсюда. И все, потом уже не будет видно его. Потом уже не будет видно. Фух. Люди идут, все идут. Бесконечно здесь. Люди ходят. Ну, сюда специально приезжают, чтобы пройти вот как бы по этой тропе Голицына, в общем-то. С кошками ходят. Все чудеса. Кошки показать такие виды, это самое то. Ну и здесь вот, чтобы люди не выходили за пределы, такая вот зона. Да, надо быстрее идти, солнце пекет, жуть. С этой стороны гора Орел. Это правильно я называю вроде бы. Чтобы люди не выходили за пределы вот этой зоны. Но тут раньше, по-моему, тропка-то была поуже. Сейчас пошире сделали ее. Класс. Класс. Таких вот с утра, если вы тут бегаете, допустим, вы потом на неделю приехали, вы потом здесь, короче, полностью на 100% оздоравливаетесь. Однозначно. Однозначно. Ух, пекло-то какое, а, слушайте. Люди вон там в тенек даже спрятались. Что-то у меня это стадикам уже подводят. Короче, у него батарея, похоже, разрядилась. Теперь мне еще надо так вот ее держать руками. Или просто я сейчас выключу и включу. Он как-то неправильно реагирует. Все, у него, видать. Ага, сокол с облаками. Так, ну немножко тряска. Короче,
Батарейка сдохла в стабилизаторе. Поэтому только за счет стабилизации телефона двигаемся с вами. Тут уже недолго осталось, в принципе. Смотрите, какое дерево шикарное. Люди оттуда идут, люди сюда идут. Таким вот образом. Снимаем одним дублем. «14 июня». Можно присесть под этим деревом, кто выдохся. Ну, а мы с вами бежим быстро-быстро. Жалко, что здесь невозможно, наверное, никак на велике бы, но тут не пускают. Только вот такие пешие прогулки. Пешие прогулки. Такие вот. Короче, кто не хочет вот по тропе Голицына пойти, а хочет на Царский пляж или же вот на этот мыс-капчик попасть, надо идти просто вот посюда. Просто посюда надо идти. Фу, хорошо. Вот еще какое дерево, смотрите. Шикардос, да? Там, кстати, тенек есть небольшой. Можно присесть и посидеть. Так, Царский пляж. Отклонение от маршрута может быть опасно для жизни. Вот видно, да? Куда надо идти. Здесь показано Караулоба, выход, поселок Новый Свет. Ну, мы идем на выход с вами. Ну, короче, облагородили, сделали вот такие заборчики, скамеечки. И можно тут теперь спокойно ходить. Без особого напряга. Вот эти деревья, можжевельник, он реликтовый, древний. Поэтому его тут охраняют, берегут. Вот здесь главное, так сказать, помимо рельефа, вот это помимо рельефа, главное здесь достояние. Вон там еще скамеечка с тенью. Нам вам сидеть, нам с вами сидеть. Некогда, берегите природу. И на Сокол вот такой вот шикарный вид открывается отсюда. Подъем на гору запрещен. А вот на Сокол этот, вон там вывеска. Подъем на гору запрещен. Тяжело, да. Тяжело идти, но оно того стоит. Сейчас мы дойдем и отдохнем. Просто хочется показать вам этот маршрут. Тут людей уже поменьше. Многие люди садятся, в мусорке, видите, какие бочки поставили. Бочки. Так, ну вот, да, мы уже практически дошли до непосредственно поселка Новый Свет. Там впереди дома открываются. Смотрите. Вау, да? Вау. Вау. Вау.
Форставау. Так. Ну и последний спуск, и там уже мы вышли. Мы уже вышли там. Так, посмотрим, что здесь за столбики у нас. Тропа Голицына, мыс Капчик, сквозной грот, Осуда, Царский пляж, Караулоба. А это что такое? В этом направлении пешеходный туристский маршрут Царский пляж. Если вы сюда потопаете, пешеходный туристский маршрут Караулоба. То есть они не были обозначены раньше. Теперь их обозначили, и можно, соответственно, вот на этой развилке выбрать, куда вам идти. Да, класс. Давайте быстрее обгоняем людей. Чтобы не снимать их спины. Движение маршрута запрещено. Так, тропа Голицына, маршруты. Люди все идут и идут. Нескончаемо. 14 июня 2021 года. Надеюсь, это видео сохранится со всеми теми огрехами непосредственно. Может, даже кто-то себя увидит, если, конечно, это видео распространится. О, можжевельник дельтовидный. Вот такие вот вывески тут кругом об этих деревьях, которые здесь в этом заказнике-заповеднике произрастают. Ну и тут вот, да, такая же, как там, растительный заказник. Схема, история тропы Голицына здесь также. Ну и все, похоже, это уже все. Мы пришли. Какие-то с этой стороны интересные постройки. Там что там такое? Какая-то серка грабится. Что это? Люди там живут, что ли? Непонятно мне. Да, у них там что-то есть. Крупина неопалимая, клещевой энцефалит. Здесь вот такие сидушки. Кто заколебался идти, может присесть. Там даже беседка. Вот мусорка. И все, мы выходим. Мы выходим. Баннер такой большой. Судакское лесничество. Все. Ну и там выход уже непосредственно в поселок. Вот, можно, короче, зайти либо по этой стороне сюда пройти, либо по той стороне. Все. Всем до свидания. Приятно было для вас снимать это видео.